выдуманные враги правительства извне или реальная опасность, о которой нам не рассказывают? Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Отключение связи, закрытие границ, преследование внутри страны и поиск врагов извне – это общее явление во время и после массовых протестов в странах Центральной Азии. Так было во время январских событий в Казахстане, Горном Бадахшане, в Таджикистане и недавно в Каракалпакстане. Напомним, 6 июля, через 5 дней после кровавых событий в Каракалпакстане, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о причастности к ним иностранных сил. Об этом он сообщил на селекторном совещании, состоявшемся онлайн в Ташкенте. По словам президента Мирзиёева, события в Каракалпакстане были организованы не за несколько дней, а готовились в течение нескольких лет. Эти действия годами готовились злонамеренными силами из-за рубежа. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта, сказал Мирзиёев. Никого вам не напоминает, например, нашего президента. Ему тоже всегда мерещатся какие-то угрозы извне. После подавления протестов, по данным властей, по меньшей мере 18 человек погибли, 243 человека получили ранения, 516 человек были задержаны. Среди пострадавших есть тяжело раненые. 4 из погибших являются представителями силовых структур. Правозащитники утверждают, что число погибших на самом деле превышает официальные данные. Но вот совсем похоже на Таджикистан. Вы согласны? У нас примерно такой же исход событий произошел. Но по словам гражданина Каракалпакстана, в стране давно зрел протест против Ташкента. В последние годы в узбекистанских паспортах перестали заполнять графу «национальность». Все это подогревало внутреннее недовольство людей. Однако, когда стало известно, что Каракалпакстан лишается суверенного статуса в Конституции Узбекистана, вспыхнули протесты. В голове не укладывается, как можно говорить о том, что протесты организовали из-за границы. Видимо, это и станет причиной жесткого наказания активистов. Похоже, что со временем в Каракалпакстане не останется активистов, которые будут способны поднять голову, говорит Саурбек. То же самое сейчас происходит и в Таджикистане. Любые активисты и журналисты подвергаются гонениям. Январские события в Казахстане тоже были якобы тщательно спланированы профессионалами, как выразился президент Касым-Жомарт Токаев. Он назвал их террористической операцией с привлечением внешней военной силы. В интервью официальному каналу после событий Токаев заявил, что это были подготовленные боевики, которые прилетели из одного центральноазиатского города под видом гастарбайтеров. И после того, как власти установили контроль над аэропортом, боевики были эвакуированы через город Алматы. Позже в своем послании Казахстану Токаев заявил, что внешние и внутренние враги объединили усилия для захвата власти. В начале событий президент Токаев заявил о нападении на Алматы 20 тысяч террористов, но позднее пояснил, что речь шла о всей стране. Вы знаете, что в 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка, сказал он. А потом и вовсе, что о 20 тысячах террористов ему докладывали бывшие руководители правоохранительных органов. В мае этого года в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана жители перекрыли дорогу Душанбе-Харок, чтобы не пропускать военную технику. В ходе последовавших за этим столкновений погибли 16 человек, 220 были задержаны. После власти сообщили о проведении антитеррористической операции и назвали протестующих членами преступной группы, получающей приказы из-за границы для раскачивания страны. Несмотря на разные масштабы и выдвигаемые требования во время этих событий, власти всех 3 стран выступили со схожими заявлениями и предприняли аналогичные действия по их подавлению и расследованию причин событий. Во всех 3 странах во время событий была ограничена связь, отключен интернет, закрыты границы. Также стоит отметить, что организаторами постоянно называют некие третьи силы из-за рубежа или врагов извне. Кыргызстанский политолог Эмильбек Жароев считает, что обвинение внешних третьих сил во внутренних протестах стало излюбленным объяснением лидеров стран Центральной Азии. Мы видели это после событий в Казахстане и Каракалпакстане, да и в Таджикистане. Обвинение внешних сил, третьих сил стало для них удобным аргументом. Таким образом, им не нужно противопоставлять свою власть каким-то слоям населения, своим гражданам внутри страны. Также им удобно ссылаться на безымянных третьих лиц, внешние силы, потому что им не нужно говорить о своих каких-то проблемах, о каких-то вызовах в управлении, экономике или других отраслях, говорит эксперт. По словам Жароева, после стабилизации обстановки у властей остается возможность строить некую солидарность, грамотную внутри страны,
со всеми сообществами и гражданами. Третьи силы часто упоминаются и в России, и в Белоруссии. Риторика об иноагентах в России из этой же серии. Это удобно для вторичного использования, для объяснения или оправдания своих потенциальных действий потом. Факт остается фактом, что в Казахстане, что в Узбекистане, что в Таджикистане. Тысячи людей, огромные массы людей вышли на улицы, на площади этих стран, городов и выражали недовольство, протест своим властям. Но невозможно представить, что там был внешний фактор, который вел эти массы и руководил ими, говорит Эмильбек Жароев. По мнению эксперта, власти должны принять тот факт, что люди мобилизовались и вышли на протесты и попытались дать ответ на это. Он надеется, что в этих странах произойдет переосмысление в политике, управлении обществом и экономикой, и власти будут учитывать настроение людей. А как вы думаете, это вообще возможно в наших центральноазиатских странах? Как вы относитесь к тому, что сценарии идентичны и обвиняют какие-то силы, скоро инопланетян будут обвинять во всем этом? Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!